В Татарстане 848 сельских школ. В них преподают 12 тысяч учителей. Это треть всех педагогов республики. В Казань сегодня со всей республики приехали 500 педагогов. В зале учителя, руководители отделов образования, главы поселений. Главная цель – обсудить проблемы сельских учителей, объединить педагогов и повысить их статус. Учитель везде остается учителем. Мунира Хазипова преподает 40 лет. Работала в городской школе, но уже 35 лет как учитель в селе Старый Иштиряк Лениногорского района. В школе 61 ученик, 15 учителей. Рассказывает, молодых педагогов нет совсем. Раньше же было распределение. Вот закончил учебное заведение, распределяют на 3 года. И там уж замуж выходят, обосновываются. А сейчас такого нет, поэтому молодые не хотят в деревню ехать. У нас в основном уж кадры предпенсионного и пенсионного возраста. Но самый, наверное, молодой возраст – это где-то 40-45. Гульнур Давлетшина сама захотела преподавать именно в сельской школе. Сразу после университета уехала работать в родной Камско-Устинский район. Здесь как раз не было учителя физики. Сейчас ей тоже приходится совмещать несколько предметов. У меня 35 часов нагрузки, больше уже некуда. Я и физику преподаю, и алгебру преподаю, и геометрию, и астрономию. Все у меня есть. Учителей математики не хватает у нас в этой школе, поэтому я прошла переподготовку. Нехватка педагогов – одна из важных проблем в сельских школах, говорят на форуме. В малокомплектных учителя совмещают, а некоторым на занятия приходится отправляться в соседние села. В нашей школе обучается 38 учеников, преподает 10 учителей. Не хватает учителя химии и физики. Для этого мы решаем вопрос таким образом, что приглашаем из других деревень преподавать эти предметы. Марат Ахметов рассказывает, он сам из семьи учителей. Вспоминает, всегда к педагогам было особое уважение, и сегодня нужно повышать не только престиж учителя, но и отношение к ним. Сегодня как в обществе у нас? Во всем винят учителя. Учеников и работой нагружать нельзя. И если плохо себя ведет, слова ему не скажешь. Нужно решать вопросы с воспитанием, показывать примеры успешного взаимодействия педагога и ребенка. Для привлечения молодых кадров сейчас есть программа целевой подготовки. Студенты обучаются на педагогов за счет республиканского бюджета. Они работают в сельских школах. За счет республики они прошли обучение. Получали по 15 тысяч рублей стипендию. И они же приезжают в свои родные школы и там продолжают. Вот мы хотим показать пример всему, скажем, населению нашей республики, другим школам. Вот так нужно вести работу. Для поддержки работает программа «Земский учитель». Субсидируются расходы на аренду жилья, ЖКХ, есть надбавки педагогам. На форуме ищут новые возможности, как вернуть молодого учителя на село. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.